Ой, Бая, что делает, а? Чувствуешь запах? Да, я и говорю, пахнет едой. Едой пахнет? Мам, я поймала. Едой. Можно Отходами пахнет. Вот его били на мочь вытяжку. Сами собирали опять деньги, потому что часть окон, они в деревянном состоянии, еще старые. Вот этот полностью блок, все окна старые, деревянные, со штапика. И тут то же самое. Все полуразвалившиеся варианты. Система вентиляции можно посмотреть, да, как раньше делали. Сразу вот сохранить как антиквариат в таком вот полуразвалившемся ржавом состоянии. Конечно, директор не виноват. Конечно, директору не очень удобно обо всем этом говорить, потому что она не виновата. Она не может заставить, уговорить, убедить. Вот система вентиляции. Как здесь столовая работает, вот с такой вентиляцией. Ржавое все, старое все. Подоконники вот ржавые все. Стены все. Ух, тут даже блоки, похоже, уже обрушились от времени и от старости. Такая вот входная группа, соответственно. То есть все аварийные выходы, получается, в этой школе, они давно уже в аварийном состоянии. И в случае эвакуации, конечно, эти выходы уже, наверное, непригодны к использованию. Крыши тоже мы видим все. Угол стены, вот там трещина. Знаете, воспоминания после окончания этой школы, наверное, конечно, будут всегда немножко с обидой. Почему? Потому что условия должны быть все-таки более-менее приемлемые и примерно все-таки в равных условиях. Да, мы понимаем, не всегда уделяется внимание, не всем хватает, но вот такой оригинальный способ антивандального состояния камеры видеонаблюдения здесь. Тоже один из вариантов, чтобы, наверное, в такой полуразрушенном состоянии у детей не возникало желания что-то еще разрушить. Да, удручающее состояние, честно. Это Алмата. Это Алмата. Это Бастандыкский, по-моему, район, если не ошибаюсь. Школа номер 73 города Алматы. Идет сейчас подготовка к линейке. Тем не менее, даже в таких условиях у детей должен быть праздник. И мы надеемся, что он состоится, несмотря на вот то, что мы прошли сейчас вокруг и увидели все.